Уважаемые участники, там в списке докладчиков на пленарном заседании числится президент Академии наук Владимир Елит Николаевич. Он очень занят, я вчера вечером звонил ему, и сегодня его нет, поэтому я хочу от имени Академии наук сказать два слова. Проведение такой конференции российского уровня с участием мировых ученых, если они будут выступать, это большая честь для нашей агротехнического университета. Михаил Ефимович 85 лет. Это возраст, как говорится, довольно солидный, но возраст величавый. В том плане, человек в этом возрасте максимально думает о своем прошлом и желает, хочет сказать, будущее своей Родине. Ведь я всегда думаю, горжусь тем, что из 4 президентов нашей республики 2 аграрники. Михаил Ефимович – ветеринарный врач, так Борисов Егор Афанасьевич – инженер-механик. Почему? Ведь в других республиках, так, я знаю, Шамиев Татарстан, он тоже инженер-механик. Ну а так, другие специальности. Почему? Да потому что еще во времена экспедиции, научной экспедиции Академии наук СССР, организованной по инициативе Максима Кировича Амосова 1925-1932 года, вице-президент Академии наук Комаров говорил: громадная историческая заслуга якутов состоит в том, что они передвинули границу скотоводства за полярным кругом. Благодаря их героическому труду полярный круг сейчас освоен, и без них оно не было бы освоено в те времена. Вот что говорит великий ученый про якутов. Это написано его книги предисловий «Якутский крупный рогатый скот», автором которого является величайшие ученые России Шубская и Салтыков. В 1968 году, когда я в Всесоюзном тогда молочном институте технологическом, медицинском защищал кандидатскую диссертацию, первым вопросом задал один профессор, доктор технических наук, сидящий в первом ряду, как буденный на внешний вид. Я, мальчик тогда 28 лет, защищал кандидатскую диссертацию, смотрю из зала, он спит, в первом ряду сидит. Я думал, паниковал: о, неужели моя работа такая плохая? Неужели этот великий профессор заснул? Как только начались вопросы, он задал первый вопрос: кто первым опубликовал научную работу о якутском скоте? Я был готов. Я назвал эту монографию «Якутский крупный рогатый скот», автор Шубский и Салтыков. И он сказал: не, вопросов нету, молодец. И все. Он, пошел, сидел и молчал до конца защиты. Так, почему я это говорю?
Потому что мировой цивилизации, друзья мои, якуты народ так, признают скотоводами, земледельцами на Крайнем Севере. Мы не алмазники, не угольщики. Мы должны понять, наконец, мы аграрная республика. И республика, которой, значит, занимаются наши предки. Вот это занятие сельскохозяйственным производством является, значит, основной работой наших предков, и они остались живыми. Как-то я, выступая по телевизору, так, недавно тоже говорил, повторялся, так, что такое якутский АЛАС? Вот товарищ Георгиев тут, проректор СВПО. АЛАС, философия якутского АЛАСа, писал в газете «Кым», там и по телевизору выступал. То, что поймите, благодаря этому АЛАСа и существовало, и существует, и будет существовать наш народ. Благодаря именно занимаясь сельским хозяйством, а в том числе 70% дающей валовой продукции животноводства, это основа. Вот почему была создана для подготовки кадров будущей агрошкола. И один из пионеров организации этой агрошколы являюсь я, профессор Чугунов. Да, поэтому эта конференция для меня очень важная. Про Михаила Ефимовича говорили эти дни, и обязаны мы говорить народ, но многие трафаретно, одно и то же. Я очень хорошо сейчас слушал, значит, выступление помощника Михаила Ефимовича. Наконец-то дифференцированно один человек сказал, что сделал Михаил Ефимович, какие его заслуги перед сельским хозяйством. Молодые люди, привыкайте выступать самостоятельно. Что-нибудь новое, трафаретное, это выступление, то есть повтор одного и того же. Так, это уже показывает о некоторой слабости, о владении ума, так, своей фантазии вот этой тематики выступления. И в науке так, и, значит, в обыденной жизни. Уважаемые товарищи, да, программа сегодняшняя очень широкая и очень интересная. 9 секций, 4, значит, еще до этого с 11 часов круглые столы. Значит, я призываю вас, выступайте, вот 2-3 предложения предложите, это будет все зафиксировано и доведено до соответствующего ведомства. Спасибо за внимание.